Норвегия, Осло, зима. Тут недавно в комментариях писали, что говорили насчет качества того эфира, который я проводил недавно. И там у меня спрашивали, что за памятник был, что ты говорил. Но дело в том, что слышимость была плохая, потому что ветер был. И вот, проезжая это же место, я так решил, подумал, вспомнил своего подписчика, который написал это сообщение, и завернул. И хочу обратно сказать то же самое, что я говорил раньше. Так вот, вот этот памятник. Сейчас покажу и скажу то, что раньше говорил. Так вот, я раньше говорил, что когда Путин будет в таком состоянии, то все изменится к лучшему и у нас, среди чеченцев, а также в Российской Федерации, а также у соседей. Так что я обращался к тем, которые предались, продали свои души этому Путину, и совершает этот террор уже 21 год. Так вот, я им говорил и сейчас повторяю, что когда Путин будет в таком состоянии, вас тогда не будет. Вы уйдете в самую вот эту противную историю, вот в историю предателей. Потому что то, что вы совершали, никто не совершал на нашей земле. Вот. Вы это первое явление, которые согласились на вот эту роль, на роль предателей и убийц своего же народа. Так, и другая часть. Сейчас я расскажу и про это. Вот, пройдусь сюда. Еще раз, Норвегия, Осло. У нас в Норвегии, скажем, где-то 15 тысяч чеченцев минимум. И все эти люди уехали из-за этого террора, про который я сейчас говорил, террора Путина и Кадырова. Так вот, последние события, вот этот террор, вот эти преступления, которые совершаются вот путинскими, как я их раньше называл, петухинцами. Так вот, я подойду к этому. В последнее время средства массовой информации, правозащитные организации зациклились на одном случае, на последнем случае, то есть захват женщины. Знаете, что я хотел бы и к ним обратиться тоже, к этим средствам массовой информации, а также правозащитным организациям, что надо напоминать, что таких случаев тысячи, когда вот эти петухинцы, вот эти путинцы убивали, унижали наших чеченских женщин. Это чьи-то матеря, сестры, жены, дочери. Вот. Надо напоминать, что таких случаев множество. И российские оккупанты совершали вот этот террор, и сегодня совершает этот террор вот эти предатели, которые совершают этот террор с позволения, с указания Владимира Путина. И это тоже надо указывать. Вот. В последнее время те критики, которые вот смеют вот так открыто говорить правду, то, что происходит на чеченской земле, вот, они забирают их родственников, унижают их, публично унижают. У нас такого никогда не происходило на нашей земле. Это все впервые происходит, уже 21 год, руками этих предателей Кадыровых. Вот. И это не прекращалось все эти 21 год. Так вот, еще недавно, вот я сегодня слушал такую запись, что они даже угрожают, что будут резать головы, убивать критиков своих. Вот, понимаете? И они еще недовольны, когда мы говорим, когда вот люди говорят, что когда критикуют их или там говорят про их преступления, то есть
обнародовывают вот это все, они еще недовольны. Так вот, мы будем говорить, и никто нас не остановит. Да, меня это тоже лично коснулось. Я в последнее время пытаюсь как-то не говорить об этом. Моих родственников тоже пугает. Моих родственников пугает уже последние годы из-за моей деятельности. То, что я говорю, то, что говорят вот эти чеченские активисты, они ничего не выдумывают. Вот. Они говорят правду. Мы все говорим правду, и мы ее будем говорить. И никто нас не остановит. Но вот эти заявления, где они говорят, что вот мы будем резать их головы, убивать их, знаете что? Если вы такие мужчины, я вам скажу одно. Если вы мужчины, у нас убито, мы говорим так, примерную цифру, около 300 тысяч наших граждан. То есть это чеченцы, это и другие национальности, которые проживали в нашей республике. И их убивали по приказу российских генералов. Вот. Направьте вот эту свою ненависть, вот эту свою злость в ту сторону, в сторону тех, которые убивали наш народ. Вот тогда вы можете говорить там о мужестве. А сейчас, когда вы подняли руку на женщин, вы стали ничем, не стали ничем. Когда вы оскорбляете чеченских, вы же говорите, что вот мы отдадим себя, мы умрем за чеченских женщин. Да вы лицемерите, потому что вы унижаете других матерей, других сестер, других жен. Вот. Когда вы их унижаете, и когда вы поднимаете на них руку, то просто задумайтесь, вы унижаете свою мать, свою сестру, свою жену, вот, своих дочерей. Это всех касается. Вот что я хотел сказать. И не забывайте, всем нам за благие, за вот эти самые мерзкие деяния придется отвечать перед Аллахом. Иншаллах. Аллаху.